категория сложная. И поэтому не случайно возникло такое понятие, как судьба. А что такое судьба? Судьба, она определяется человеческим фактором. Этот фактор, он присутствует в каждом из нас. И также присутствует у тех, кто встречается на жизненном пути у человека. В эфире передача «С любовью». И я ее ведущая Гузель. Дорогие канажцы, я хочу вам сегодня представить замечательного человека, жительницу нашего города, хорошую жену, любящую маму и наидобрейшую бабушку и прабабушку. Итак, знакомьтесь, Казакова Маргарита Ивановна. Дорогие канажцы, я очень хотела встретиться с этой замечательной женщиной, потому что ей можно рассказать о своей судьбе очень многое. И поверьте, вам будет очень интересно узнать о превратностях ее судьбы. Маргарита Ивановна, я хочу сначала с вами побеседовать о том, где вы родились, какое ваше было детство, кем были ваши родители. И вообще о том, как родилась и росла маленькая девочка Риточка, и как она доросла вот до такой Маргариты Ивановны, которую мы сейчас и видим. Родилась я в городе Ветлуге в 1937 году, Горьковская область. Приехали мы в Канаш в 1939 году. В этом году у нас родился еще один, значит. У нас всего было в семье 4 детей, 3 мальчиков и я одна. В 1943 году я поступила в 1 класс первой школы города Канаша. В 1953 году я закончила эту школу и уехала из города Канаш. Вначале я уехала в Казань. В Казани я, значит, закончила техникум, потом стала работать в тресте номер 14 строителем, геодезистом. У вас в семье было очень такое хорошее увлечение, как музыка. Вот. Расскажите, пожалуйста, про ваше увлечение, и потом вспомните один очень памятный эпизод, который был у вас, когда вы были маленькие и выступали. Родители у меня, значит, мама работала в госпитале. И когда мы были маленькие, я училась, наверное, в 3-4 классе, а потом, значит, в 7 классе я училась, мы всегда выступали в госпитале. И мама у нас работала старшей операционной сестрой. Мы выступали всегда в этом, потому что у нас была семья музыкальная. У нас все дети пели. Особенно, значит, у нас старший брат играл на аккордеоне. Вначале он играл, у нас была физгармония. Он учился от моей тетушки Феры Александровны. Значит, она, когда еще в детстве она играла, потому что папа покупал для нее эту физгармонию. А потом он играл на аккордеоне. Мы все пели. У нас все, значит, все 4 стояли, как это самое, мало меньше по росту. Шеренга. И пели шеренга. По полю танки грохотали, там, значит, вот такая была песня. И, в общем, все эти раненые очень всегда нас аплодировали и старались нас угостить. А тогда время было такое. 41-43 год, 45-й год. Даже в 45-м году мы выступали еще. Ну, потом уже, значит, мы стали взрослыми и разъехались кто куда. А где это музыкальный инструмент? Я его передала в музыкальную школу, потому что, значит, он старый инструмент, очень такой. Ему положено место в музыкальной школе. Музыкальной школе. Пусть дети смотрят, знают историю этого инструмента. Да, инструмент, во-первых, он типа пианино, только у него, значит, не ударный инструмент, а клавишный инструмент, который надо мехами. Понятно все. Есть такое понятие, как человек труда. Вы, будучи молодой, как все то поколение, которое тогда было в нашей стране, ездили осваивать целинные земли. И вас это ведь тоже коснулось? Будучи студенткой вуза, я, значит, ездила на освоение целинных и залежных земель с группой комсомольцев. Я вообще-то сопровождала даже группу эту комсомольскую, потому что я всегда была секретарем комсомольской организации. Значит, и в институте я была, и в техникуме я была, и когда работала была. У меня очень много грамот, конечно. Вот. В 1957 году я была на фестивале в Москве. Как раз вот меня одну из, когда я еще работала в тресте номер 14 геодезистом, меня посылали туда как комсомольского работника. Ну, я не работник была, и, конечно, это все было не как... Нет, это общественная работа была. И я ездила на
6-й Всемирный фестиваль. Маргарита Ивановна, я знаю, что у вас очень дружная семья. Вы безмерно любите своих детей, внуков и правнуков. Вот, расскажите немножечко о ваших подопечных. Ну, у меня 2 детей, 3 внуков и 2 правнуков. 2 правнука. 2 правнучка и правнук. Дети у меня высшее образование имеют, закончили институты. Работали они всегда вот у меня сын работал на железной дороге, внук работал на железной дороге. Я 40 лет отработала династия, получается. На железной дороге тоже. Муж у меня тоже, когда работал, когда жил, потом его не стало, он тоже работал на железной дороге. Он работал в Шечен. Работал машинистом дрезины, в общем, на дрезине. Сын у меня работал в депо. Внук у меня тоже работал в депо. Но сейчас они уже не работают там. Ну, жизнь складывается так, что приходится что-то выбирать. Да, приходится иногда. Жизнь перед нами ставит свои законы, да, так скажем. Ну, он потом работал еще преподавателем в железнодорожном техникуме в Нижнем Новгороде. Какое у вас было в жизни такое очень сильное событие, которое вот оставило след в вашей жизни надолго? У меня было такое событие, потому что у меня сын служил в Афганистане. И когда он пришел с Афганистана, меня не было дома, а потом я пришла, и он приехал, значит, пришел, и мы с ним стояли около двери, и он плакал, и я плакала. Я, мама, родился, наверное, в рубашке. Это же какое счастье. Потому что он остался жив. Ну, такое пекло было, конечно, он в 81 году был. Это только, значит, начало этих событий. Он был в пограничных войсках. Тогда сказали, говорят, ну, он, наверное, не попадет в Афганистан. Но дело в том, что он был в Хароге, в учебке, и их там оттуда отослали уже в Афганистан. Он у меня 2 года почти был в Афганистане. Должен был приехать раньше, но дело в том, что не было смены, и его, значит, оставляли там пока. И он приехал только, он почти 2,5 года, хотя мы служили все 2 года. Но у него получилось 2 года в Афганистане и полгода в учебке. Вот, Маргарита Ивановна, я знаю, что вы являетесь у нас активным членом нашего любимого всеми клуба «Надежда», которым руководит Тамара Евгеньевна Золотухина, тоже человек добрейшей души, очень ответственная, очень порядочная. Человек, которого можно назвать человеком легендой нашего города, человек с большой буквы. Вот вы участвовали в хоре. В хоре «Ветеран» я участвовала при Дворце культуры. Потом, значит, мы там сколько времени прошло, Ирина там Дрожжинова со мной вместе была, и Тамара Золотухина, Тамара Евгеньевна. Теперь, значит, они говорят, давайте организуем, еще кроме того, что хор, значит, мы организуем клуб. Но тогда еще не сказали «Надежда», ничего, просто клуб. И вот в этот клуб попали, значит, мы, несколько человек из хора, в том числе и я. Тогда, когда в школьном хоре я была, это было, ну, наверное, 10-9 класс. Я запевала песню «Эх, дороги» с хором. Давайте вернемся в Надежду, в клуб, любимый всеми нам клуб «Надежда». 10 лет вы там. 11. Вот немножечко поподробнее можете рассказать про жизнь в этом клубе? Очень интересно в этом клубе жить, потому что каждый праздник, значит, у нас какое-то мероприятие. Мы приглашаем учителей и докторов. Ну, в общем-то, и библиотекари. Ну, как вы проводите праздники, дни рождения? Дни рождения, праздники мы проводим очень хорошо. У нас творческие, потому что всегда какие-то у нас сценарии пишутся. И мы не просто так, значит, сидим, а у нас всегда сценарий какой-то. И в том числе и я участвую в этом, когда, значит, какое-то мероприятие. Например, я была там и Снегурочкой, или, значит, пионеркой, или зайчиком, или, значит, вот школьницей, или вот так вот. У вас еще есть какие-то увлечения? Да. То есть вы куда-то еще ходите? Да, помимо? в родник. В родник. Вот. Там тоже интересно очень пополнить духовно обогатиться, потому что там то
про этих композиторов бывает иногда очень хорошие лекции, то, значит, про этих писателей, поэтов и так далее. В общем, очень интересно в клубе тоже. В детстве, конечно, я всегда на лыжах ходила, на коньках. А сейчас я что? Я только могу, значит, вот играть в шахматы. Когда нужно было, значит, выставить по городу команду, то, значит, пригласили меня. Мы там заняли 3-е место по быстрым шахматам. У меня где-то диплом есть. Готовилась команда, значит, городская команда, чтобы участвовать в республиканском турнирах. Достойно выступили. Мы выступили достойно. Наш выступил достойно. Молодцы. Наша Маргарита Ивановна сама является очень творческим, музыкальным человеком. Она любит музыку, обожает и очень хорошо поет. И вот благодаря ей вся семья у них музыкальная. Поют и дети, и внуки, и правнуки. И вот, Маргарита Ивановна, расскажите нам про ваших музыкальных детей. Внук один, который, значит, находится в Москве, он закончил музыкальную школу, очень хорошо играет на саксофоне. Сейчас он хочет поступать, конечно, в медицинский институт. Теперь правнучка у меня сейчас занимается в музыкальной школе. Она играет на флейте. Внук у меня участвовал в «Щелкунчике», потом «Серебряные трубы». Эти конкурсы такие да, конкурсы. Очень много играл он по всей Москве, потому что он сейчас в Москве. И вместе со своим преподавателем Воронцовым они проехали, по-моему, даже... Они на Украине были, получили там грамоту, он и завоевал диплом, что он хорошо выступал. Но я могу сказать только, что я горжусь своим внуком. Ну, конечно, младшим. Но, по-моему, младшим внуком. Кроме внука, у вас еще, по-моему, и дочь? Дочь, она закончила тоже у меня... Она училась в музыкальной школе. Училась в музыкальной школе, потом закончила педколледж по музыкальному отделению. Но сейчас уже работает преподавателем. Только не по музыке, она окончила институт и уже работает преподавателем в школе. Маргарита Ивановна, а вы же тоже работали в музыкальной школе какое-то продолжительное время. Я немного работала. Вы не могли расстаться с музыкой, пусть она даже в таком виде была. Но это уже... Я работала вахтером, конечно, но все равно в музыкальной школе. Я там выступала, я работала вахтером, но мы там выступали, я пела песню. Значит, я не помню, какую. То есть никогда не расставались с музыкой? Нет, я не с музыкой. Это замечательно. Нет. Раньше я, конечно, играла немножко на семиструнной гитаре, но это я очень мало играла. В основном, конечно, я только маленькие песенки такие. Ну, по крайней мере, вы пытались освоить какой-то музыкальный инструмент. Это тоже немаловажно. В общежитии, конечно, когда жила, с девочками там мы пели иногда. Что бы вы пожелали, как житель города Канаша, нашим жителям? Дорогие горожане, я хочу сказать, у нас в городе очень много молодежи, а пожилым людям надо, значит, больше обращать внимание на молодежь, делать наш город еще краше. В жизни каждая женщина проходит 7 стадий, 7 этапов. Новорожденная, ребенок, девочка, девушка, молодая девушка и еще раз молодая девушка. Маргарита Ивановна, я благодарю вас за вашу беседу с нами. Хочу вам пожелать, во-первых, конечно же, крепкого здоровья. Без здоровья нам никак в этой жизни. Хочу пожелать вам оптимизма, всегда оставаться такой энергичной, какой вы нас сегодня представили. А самое главное, я хочу вам пожелать вечной молодости. Спасибо. Я вас люблю.